Всем доброго времени суток, с вами вновь Сибдейтом. Задача этого видео немножко прояснить ситуацию по инвестиционным играм. Что это такое на самом деле? Попытался поискать в интернете, забил ключевые слова инвестиционная игра, Википедия, но и ответа пока в интернете на этот вопрос конкретно в Википедии не нашел. Иначе говоря, нет еще толковых статей, толкового пояснения по сути инвестиционных игр. И что же сегодня думают люди об этих играх? Ну, многие говорят, что это финансовая пирамида, что это лохотрон. В принципе, да, с этим нужно будет согласиться. Некоторые рассуждают, что это возможность инвестиций и заработка денег. С этим тоже нужно согласиться. И индустрия развлечения. Вот здесь очень много вопросов на самом деле. Вот лично я, сколько бы не видел игр, пока вот серьезного развлечения в части инвестиционных игр и инвестиционных проектов я не видел. Хотя там можно, конечно, играть тоже, но они еще не достигли такого интересного уровня и привлекательности именно с точки зрения развлечения. Ну и дальше. Нужно ведь обосновать, есть ли потребность в этих играх и почему и зачем они появились и вообще как относиться к инвестиционным играм. Конечно, нужно всегда понимать, что игра это суть вообще человека. Человек всегда хочет играть независимо от возраста. Играющий человек. Да, есть такое понятие. Ну и что такое инвестиционная игра? Сегодня очень много компьютерных игр, огромное количество их, очень хороших игр. Но на рынке потребления нет достаточно классных, на мой взгляд, таких супер игр, где можно было бы зарабатывать. Причем зарабатывать серьезные деньги. По крайней мере, я пока не могу назвать эти проекты. Возможно, что я еще не осведомлен о многих из них, но по крайней мере в инвестиционных играх пока я еще миллионеров, ну вот как-то еще не встретил, наверное. Есть организаторы игр, это другой вопрос, но я имею в виду, конечно, потребителей, участников проектов. Поэтому есть сегодня потребность зарабатывать играя. Ну, например, я играю в World of Tanks. Классная, хорошая игра, вообще раскрученная, динамичная, но потребитель там зарабатывать не может. И подобных игр много. И что же происходит на рынке инвестиционных игр? На сегодня очень много создаются проекты различные, но многие из них пока еще не освоили стратегию и тактику подобных игр. На самом деле это действительно так. Почему? Потому что это дело новое, в принципе, явление. И правильно выстроить баланс бизнес-плана и выплат денег для инвесторов сейчас это задача, в общем-то, для многих организаторов подобных игр. И поэтому многие, конечно, закрываются, так и не вырасти в какое-то серьезное интересное явление в интернете. Ну и естественно это ассоциируется с финансовыми пирамидами и лохотронами. Ну тут нужно сказать, что лохотронщиков везде много, не только в инвестиционных играх, они везде, и в традиционном бизнесе там тоже много лохотронов. Каковы же действительно перспективы инвестиционных игр? Я думаю, что раз есть потребность в заработке на играх, то она обязательно будет удовлетворена. И вопрос только во времени, кто это сделает лучше и качественнее многих. А это означает следующее, что нужно правильно сбалансировать бизнес-план, ну, где потребители и инвесторы могли бы зарабатывать, причем зарабатывать серьезно. И, конечно же, этот проект должен быть долгосрочным, естественно. И надо сказать, что в мире я лично пока не знаю ни одной миллиардной компании, которая, выплачивая инвесторам на инвестиционных играх какие-то серьезные выплаты, стала бы миллиардной компанией. Если кто-то знает, назовите, пожалуйста, я с удовольствием в эту инвестиционную игру вложу свои деньги. И что же делать для нас в таком случае? Конечно, надо искать правильные проекты. Ну, я лично настроен на подобный вариант действия и зарабатывать на них.
Ну, если, предположим, да, ну, вдруг такое случается, вот, ну, нет нигде хороших проектов по инвестиционным играм, ну, тогда что, надо самим создавать и пытаться идти к миллиардной компании? А что, это не отменено. Ну и третий вариант, конечно, да, мы прогораем в каком-нибудь неудачном проекте или в нескольких проектах, ну а потом жалуемся везде, конечно, пишем тоже такие же видюхи, да, и пишем, что это лохотрон, что это финансовая пирамида, ну и, короче говоря, обливаем все это грязью. В принципе, это тоже естественно. Ну и недостатки инвестиционных игр. Сегодня идет процесс становления этой индустрии на ноги, и, конечно же, это влияет на характер ведения и вообще на суть инвестиционных игр. И, конечно, много лохотронов сегодня просто их пруд-пруди. Но есть те, кто уже прорывается вперед, уже есть многолетние проекты, поэтому об этом тоже не нужно забывать. Каковы же преимущества инвестиционных игр? Вот я вижу, например, следующее из них. Здесь не надо никакого образования, кроме навыков игры и пользователя компьютера. Вот. Не надо никаких знаний по рынку, по ценным бумагам и все такое, в общем, по инвестициям. Ну и второе преимущество. Деньги вложил, можно забыть на целый день, можно на неделю забыть об этом проекте, можно на месяц, потом зашел, деньги снял и опять можно забываешь, да, на какой-то период времени. То есть, иначе говоря, инвестиционная игра не отнимает много времени для того, чтобы, вложив деньги, о нем думать каждый раз, да. И времени мало здесь человек тратит. Ну, конечно, сначала нужно освоить первоначальные основные правила игры, конечно. Но и потом я вижу, что преимущество инвестиционных игр в том, что возраст игроков ничем не ограничен. Ну, кроме законных требований, допустим, участия в бизнесе. Если человек, предположим, уже имеет доходы хорошие, ему нужно открыть свой бизнес, да, конечно, тут уже законные требования вступают в силу. Скажем, бизнес открыть в России можно с 14 лет, по-моему, да, вот, и все такое. Ну и, конечно же, преимущество то, что это совершенно новые технологии заработка денег. Имеется в виду, что за последние 10 лет эти технологии становятся на ноги. Раньше этого не было. Ну вот, в последний период они становятся вот активным таким предложением и возможностями для инвесторов. Риски, ну, я уже обговорил, и многие знают, конечно, это попасть в откровенный лохотрон, да, никто не отменял лохотрон, но и попасть в руки неопытных организаторов. Есть люди, которые хотели бы создать хорошую инвестиционную игру, но неправильно посчитали бизнес-план, в общем, прогорели в прошлом году. Они, может быть, и не специально хотели обмануть людей, но так получилось. А что делать в этой ситуации? Конечно, думать и анализировать никто не отменял. И поэтому продолжать играть. Только играя на опыте можно получить там ошибки, да, можно понять ошибки и нюансы в том, что какие-то проекты прогорают, почему они прогорели. Ну, анализируя, конечно, да. Ну и создавать свои проекты тоже никто не отменял, да, ради бога, создавайте свои проекты и становитесь миллионерами или миллиардерами в этой индустрии. Спасибо за внимание, с вами был SIPDate Tom. До следующих видео. Подписывайтесь на канал, и под видео есть ссылки на удачные проекты в инвестиционных играх. Можете зарегистрироваться бесплатно и попробовать себя. Удачи!